Коль, лебедь, циркус. Очень красивая роза. Ну, где-то с 10 сортов у меня таких вот необычных расцветок имеется. Здесь растут 500 роз. Это прекрасное растение представлено в 20 сортах. Есть очень редкие виды. Их Елена Косеинчук посадила этой осенью, так что увидеть цветник получится уже летом. Этого момента садовод ждет с большим трепетом. Где-то сортов 8-10 таких особенных, можно сказать, редких сортов, двухцветных, с запахом, вот, которые с ароматом. Сейчас редко розы, которые с ароматом бывают очень сильным. И разные двухцветные, белые с черным, вот Black Magic, например. Вот роза Николь, она из-под низу как бы такая желтовато-белая, а загибаются лепестки, становятся бордовыми. Яркую картину из роз дополнят и другие цветы – солнцецветы, фиалки, маргаритки, гибискусы. Почетное место в цветочном ряду займут и шаровидные хризантемы. Сейчас женщина занята пересадкой внематочного материала для разведения. Из каждого вот такого вот черенка можно вырастить очередной кустик. Они легко делятся, зимуют в земле, не требуют никаких особенных условий, даже укрытия на зиму не требуют обычно. И если посадить даже один вот такой черенок, то вырастет в этом году примерно вот такой кустик, пусть и небольшой, прямо стоячий. Кроме цветов, на земле в 6 соток посажены лук и чеснок. Свое садово-огородное хозяйство у женщины появилось 2 года назад, с тех пор, как переехала вместе с семьей в район новостроек в Далаково. В этом деле Елена Косеинчук уже 20 лет. В Украине, откуда она родом, у нее была работа озеленителя, ландшафтного дизайнера и большой огород. По приезде в Ингушетию начала благоустраивать участок, сажать, копать, пропалывать. Помогают в работе и дети. Сын Виктор – главный мамин помощник. Часто ты маме помогаешь? Ну, когда есть цветы или нужен какой-то материал для пересадки, тогда да. Это происходит сравнительно нечасто, поэтому я не переутруждаюсь. Старания Елены оценили и на конкурсе «Лучшее подсобное хозяйство», инициированном главой региона Махмудом Али Калиматовым. В прошлом году участница выиграла в конкурсе 50 тысяч рублей. Деньги очень помогли ей при покупке посадочного материала. Вот 50 тысяч как раз мне осенью очень помогло оплатить вот первый посадочный материал и для обработки всяческие хим и другие препараты для обработки почвы, чтобы вот это сейчас, как говорится, цвело и росло, которое, я надеюсь, летом уже будет очень красиво все смотреться, чем сейчас. Успели все посадить и все сделать. Елена надеется вновь поучаствовать в конкурсе. В этом году его организуют с упором на цветоводство, чему наша героиня не нарадуется. Это ее стихия. Есть надежда, что глава все-таки сделает акцент в этом году на цветы как бы отдельно, потому что выращивание цветов и огородных культур, ну, как-то оно не совсем одной тематики. Размножение, вот такое, окулировка, размножение, упор на хорошие сорта, это надо отдельно от огородных культур, конечно, чисто заниматься, потому что одно с другим не особо совмещается. В случае выигрыша женщина хочет сделать теплицу для клубники. Ну а совсем скоро на участке Елена посадит помидоры, огурцы и кабачки, а также бахчевые культуры, арбузы и дыни. Цветы планирует реализовывать через соцсети. Дана Плиева, Исмаил Коригов, Новости 24.